Амчыбыж ялкау пихаду аспорт жабыжкам. Эфира чисым чыбжату ядыратара аспорта дуней сарауям ёпгай адица сагарепхам. Абзира шимаз. Анцам таджида лызгуб абснараб хятуя чыбга каза тыпха Оксана Джикарпхам. Ари аспорт хтугуацаркны лымуиште акыр шуксацуэйт. Ачкварах илыму абзия бараябзораны яха ачква друктойт илырюйт. Атыпха ачыбга казарах. Лайра шыгалас зейтахойт. Шахвапш анцамтам. Оксана Джикарба дышқәыԥшӡа аҽқәа былра лкит иахьалара ҩажәиба шықәса лхыҵуеит, дымшәа дмырҳа аҭыԥҳа апҟаҩҳәа аҽы дҽыжәлоит. Уажәтәи аамҭазы игәаӷьуацәоуп аҭыԥҳацәа рзы, избанзар иахьа аҿар даҽа тенденциак ахь ииасуеит. Аҽыбӷаҟазаратә индустрия зхьаԥшуа даара имаҷуп. Сейчас почти вся Абхазия увлечена футболом, борьбой, волейбол, баскетбол. Такое вот именно конная индустрия до 50% пока даже не тянет. Чаще всего дети заинтересованы либо в телефонах, либо там в прогулках со своими друзьями и так далее. Мы завлекаем детей, естественно, показательными, точнее, выступлениями. Вот сейчас как раз детки у нас построили сами маршрут. Они сами придумали себе маршрут, чтобы его проехать. И в течение, я думаю, наверное, месяца, может и 2, мы устроим обязательно показательные, то есть соревнования. Нет лошади на нашей конюшне, на которой я еще не ездила. Естественно, к каждой лошади нужен разный подход. Некоторым может не нравиться то, что нравится другой лошади. То есть все разные. Так же, как и люди, у всех разный характер и поведение. Оксана Чадара иҟоу аҽаазырҭатә клуб Леон аҟны аус луеит. Шықәсык ҵуеит, дҽыжәуеижьҭеи аҽқәа лырҩуеит. Макьаназы лхатә ҽы лымаӡам. Аха урҭ рааӡараҿы лара лхатә знеишьа лымоуп, лус так ԥхықәралагьы дазнеиуеит. Для лошади очень важен режим. Нужно лошадь кормить вовремя для того, чтобы лошадь была всегда в форме, для того, чтобы она была здоровая, чтобы у нее был здоровый иммунитет и так далее. Мы кормим лошадей 3 раза в день, это в 5 утра, в обед, это в 12 у нас, и в 7 часов вечера. Мы работаем каждый день для лошади. Скаковой очень важно работать каждый день. Лучше всего это делать с утра. Это в 6, в 5 утра. Когда я работала скаковых, мы выходили в поле на дорожку, то есть в 5-6 утра, и делали разминку, тренировку и так далее. Потом заводили лошадь, забывали ноги, естественно, заводили, чистили, и потом уже кормили и так далее. Аԥсуаа ражәа иалаҵаны ирҳәоит аҽыуаҩ алоуп ҳәа, иҟалап ииашазар. Ари аклуб аҟны ҿҵарақәа рааӡоит, аҭыԥ иашьҭарц сылоит ишыхәыҷӡо. Аԥхьаҟа аицлабрақәа иаздырхио, араҟа ҷыдала хылаԥшра рырҭоит. Изначально к нам поступать чаще всего скаковых лошадей, именно к нам привозят уже пока что в утробе матери, к нам привозят кобыл. Они, то есть, рожают на нашей конюшне, и мы выращиваем жеребят именно у нас, подходим к этому очень спокойно, тихо и никуда не спешим. Очень важно лошади добиться доверия, чтобы она доверяла тебе. Просто все делать аккуратно, не пугая, без резких движений, все тихо, спокойно, то есть очень нежно работать с этим. У нас британец, который в этом году на 1200 метров дистанцию взял 1 место, это наш воспитанник, именно я его заезжала. Это конь Баграта Ажиба. Бзыԥҭа, Мықә, Дәрыԥшь уҳәа имҩаԥгаз аҽырҩратә еицлабрақәа рыҟны Оксана ҳаԥхьа хәҭыԥқәа аанылкылахьеит. В Мокве мы взяли 1 место с кобылой Фаера. Она сейчас принадлежит тоже Баграту Ажиба. И также на ней в Дурипше я 3 место заняла. Но сейчас уже в моем осознанном возрасте этот страх чуть побольше. Но ранее его вообще не было. От слова совсем. Я могла прям на любую лошадь сесть и поехать. То есть не было разницы, как она себя ведет и так далее. А вот перед стартом что вы чувствуете? Что вы Волнение. Вот именно перед стартом очень сильно волнуюсь, меня аж трясет. Это, может, я и не показываю, но очень трясет прям.
очень волнуюсь. Но когда я уже в боксе, когда я уже на дорожке, волнение все пропадает, и я просто бегу за своей победой. Иҳәатәуп аклуб ахь лассы-лассы ишаауа аҽқәа рықәтәара бзиа избоу ауааԥсыра, урҭ рыбжьара ахәыҷқәа реиԥш адуцәагьы. Аҳақьымцәа рабжьгарақәа рыла згәабзиара уашәыроу ахәыҷқәа рзы аҽықәтәара даара ихәарҭоуп. Моя история начиналась с одного жеребца, так как я подарила супругу, думаю, что Абхазу подарить на юбилей. Вот я купила одного жеребца, потом мы стали разводить коней. Кони очень затратные животные по финансовой части. Мы взяли в аренду данную конюшню, чтобы как-то зарабатывать денежку на содержание лошадей. К нам стали приходить дети с другой конюшни помогать. Мы не планировали заниматься конным спортом, думали прогулки и вот скаковые лошади. Но дети нас уговорили, пожалуйста, пожалуйста. Мы наняли тренера с России. У нас также Оксана, которая была с нами всегда. Да, 2 тренера. Еще у нас 3-й тренер, это Руслан Тарба. Он объездил вообще полмира, он больше по джигитовке. В надежде, что будут к нам на конюшню мальчика ходить, но, к сожалению, у нас только девочки. Это около 50 человек, они ходят заниматься, любят свое дело, живут лошадьми. Родители счастливы тоже, что они к нам попали, потому что они с утра до вечера, особенно лето, вот пропадают на конюшне. Аҭыԥҳацәа рыбжьара акәым, иахьа Аԥсны ахьынӡанаӡааӡо ҽыҩ-ҷкәынцәа рхыԥхьаӡара даара имаҷуп, уи зыхҟьо рацәоуп. Аҽааӡара акәзар ахарџь маҷымкәан иаҭахуп, иаҳҳәозар ҽыҩк ааӡара шәны зегь мааҭ инареиҳаны иақәхарџьтәуп. Иахьа уи аҩыза алшара рымам аҽааӡаҩцәа зегьы, араҟа аҳәынҭқарра адгылара ҟарымҵар ԥсыхәа ыҟам ҳәа згәарҭоит аҽааӡара знапалаку аԥшәмацәа. У нас 27 голов, да, у нас есть местная порода для прогулок, есть скаковые, это чистокровная английская. У нас 3 лошади, сейчас один вот на пенсию ушел, просто как производитель остался. Также от нашей конюшни вот участвуют в скачках уже 2-й год. Сейчас мы взяли на Бзыбе 1-е место. Трудно вот частникам держать такое поголовье, но мы хотим развиваться, мы хотим добиться сейчас, чтобы участвовали не только английские чистокровные в скачках, потому что даже в деревнях мальчики, парни, да, имеют лошадь, абхазскую породу. И хотелось бы, чтобы, как вот раньше, участвовали и абхазские породы, и английские в забеге. Мы надеемся сейчас, что нас услышат, как-то Федерация конного спорта поможет организовать это. Хымԥада аклубқәа рҟны аус руазароуп аветеринартә клиникақәа, аҽқәа ианаамҭоу ацхыраара рырҭозароуп, ргәабзиара иацклаԥшозароуп. Иџьашьатәызаргьы иара убасгьы аузи, арентгени аус руазароуп. Рыцҳароуп ҳтәылаҟны ас еиԥш иҟоу аҭагылазаашьа ахьҳамам рҳәоит аҽааӡаҩцәа. Ветеринары есть, но они большинство боятся лошадей и не хотят с ними контактировать. Нам предлагали привезти саму лошадь в ветеринарию, это в город, вы представляете, как везти лошадь в город, чтобы сделать просто рентген. Я с Марией, это девушка, у кого я работаю, Мария Шамба, мы поступили в медицинский колледж в надежде, что факультет ветеринарии откроет, но, к сожалению, не набралось столько человек, которые хотят этим заниматься, и его не открыли. Но мы также продолжаем там учиться, еще до сих пор в надежде, что хотя бы на следующий год как-нибудь откроют. Как я крупный коневладелец, тоже хочу попросить помощи, потому что нам не хватает даже там сена, да, ветеринарии, что-то как-то вот государство на нас обратило внимание и какие-то нам услуги оказывали. Аклуб аԥшәмацәеи аусзуҩцәеи еицазгәарҭоит аҽааӡараҟны макьана рымч зықәхо шмаҷу, аха цхыраарак роуны иҟалар рҳәаақәа еиҳа ишдырҭбаауа, азшьа цқьахарҭәаау аҽыҩқәагьы раӡара ишаҵамхуа, аицлабрақәа рҟны иқәдыргылаша аҽыҩқәа шраӡо. Мы сталкиваемся с большой проблемой, даже вот у нас нету коваля. Мы приглашаем с России, вот он приезжает раз в месяц, расчищает за 2 дня нам 27 голов. Это... А у нас их нет? Пару человек есть, конечно, но они, да, они занимаются в основном на других конюшнях. Но вот скаковых мы обращаемся, на Бзыбе нам помогают. Скаковая лошадь с подковами в месяц 10 000 рублей только обходится. 5 000 работает, 5 000 подковы. А конюх есть сегодня у вас?
Конюх. Или вы вообще как Нету сейчас конюха. Да здесь не найти даже конюха за зарплату. Мы сами все чистим, убираем. Это вы сейчас нас в приличном виде застали. 5 человек у нас работает. У нас помимо еще есть и козочки, и ослики. Мы хотели сделать мини-контактный зоопарк, чтобы там люди, которые приходили покататься на лошадях, есть дети, которые боятся, да. И вот мы хотим сделать такой контактный зоопарк, чтобы, ну, именно не прямо зоопарк, а именно, чтобы какие-то животные присутствовали, чтобы развлекать детей. Все чаще всего хотят быстро и сразу, а так не получается. Чтобы достичь нужного результата и чтобы это было хорошо, нужно запастись терпением и делать не 1-2 раза, а намного больше, чтобы это наверняка получилось. Я подумываю завести своего жеребца, вот именно жеребца, для того, чтобы сама его вырастить и также заездить, воспитать. Так же, как и остальные, можно сказать, мечта моя — пустить на скачки и смотреть уже на успехи своей лошади. Москваиме пысран иқо, шамо боксинг промотионс, а бокс холпазақны дукугалоид апсуа боксер Дмитрий Палаванзе. И хатуб Дмитрий Рабхадза Акуна, а профессионалша боксерша Рыбжара Арингакна Тшцурцуа. Уи апха яра, а бокс обзебайша Рыбжара, жларбжара те айцлабракошбака тыряйхан. Уажы ичуцу амҩа ылихит аспортсмен. Иҳәатәуп ахәылԥазаҟны иара арингаҟны дышиқәшәо урыстәылатәи абоксер Кирилл Соя. От Абхазии участвуют 2 боксера. Это Палаванзе Дмитрий и Константин Барциц. Вот. Завтра сейчас будет церемония взвешивания. Сейчас покажут свой вес и будут готовиться к завтрашнему дню. Завтра начало боев. Первая часть серии будет боксировать Барциц Константин в 4-й паре. Во второй части будет боксировать Палаванзе Дмитрий. Ну что, ожидаем хороших боев, зрелищных. Очень надеюсь и считаю, что у нас наши ребята готовы на все 100%. И завтра покажут хороший бокс. И я им пожелаю только удачи, успехов и хороших боев. Дебютный поединок. Вот. Соответственно, цель в поединке дебютировать, просто попробовать себя на профессиональном ринге, выйти, продышаться, сделать свою работу, самое главное, потому что готовились с тренером. Вот. Ну, конечно, победить. Любой спортсмен хочет выиграть, конечно, вот. Но в первую очередь просто перестроиться чуть-чуть с олимпийского ринга, как бы, да, с олимпийского бокса на профессиональный. Потому что другие перчатки, другая дистанция, вот. Соответственно, другой бокс. Посмотрим, что из этого выйдет. Просто у меня подготовка проходила дома в Абхазии, соперник у меня такой более серьезный, провел 13 или 14 боев на профессиональном ринге. И буду подстраиваться, буду работать то, что нарабатывал дома, и стараться выиграть. Выступали в любительском, сейчас переходим в профессионалы и будем стараться делать свою работу на все 100%. Самочувствие отличное. Мандраж присутствует всегда. Всегда. Любой человек, какого бы ты ни был, всегда присутствует немножко мандража, но надо уметь совладать с эмоциями, выходить, делать работу. А бильярд спорта зачится федерация хадаздалхуб от гурк тарба. Яровазге уихаты пойчас и кацоп Никита Начкебе Алекса Карчай. А федерация хадас ялхук тарба имя пригаза конференция че язгуйтет хтулахна а бильярд спорт от яразы ауктакпар рацаны ишрымо. А наюсге хайцлабракоречкара и шасхуцуа. Аԥснытәи асахьаркыратә гимнастика ааӡаҩ аԥсуа ҭыԥҳа Софиа Баџьгәы-ԥҳа асахьаркыратә гимнастиказы Пекин имҩаԥысыз адунеи жәларбжьаратәи аицлабра далахәын. Иазгәаҭатәуп арҭ аицлабрақәа рымҽхак ҭбааны ишымҩаԥгаз. Уи иалахәын ҩажәижәаба ҳәынҭқарра рҟынтәи иреиӷьу аспортсменцәа. Урҭ рыбжьара Софиа Баџьгәы-ԥҳагьы.
Лара артайцлабрақәа рыҟны дықәгылан Алина Кабаева напхгара ззылуа Урыстәылатәи команда Небесная Грация ахьӡала. Аҭыԥҳа лықәгылара иацклаԥшуаз жәларбжьаратәи аӡбаҩцәа ауарҳалаҟны иаалырԥшыз азыҟаҵара ҳараки илыло аҟазара ҷыда рзы иреиҳау ахәшьара даԥсаны иазырыԥхьаӡеит. Мы вообще вели переговоры еще с сентября месяца. Мы знали, что Алина Маратовна планирует проводить турнир в Пекине. И мы сразу сказали, что Абхазия хочет участвовать в таком крупном международном турнире, тем более столица Китая, да, это один из мировых центров, и для Абхазии это будет историческое событие, потому что наша страна на таких мероприятиях никогда не принимала участие, именно спортивные мероприятия, да, я имею в виду. И мы вели переговоры, я сказала, что у меня есть девочки, и попросили прислать видео, у меня было несколько гимнасток. И как раз мы проводили республиканский турнир имени Владислава Арцемба в сентябре. И Софа у нас выступала на этом турнире, заняла первое место. И вот после этого она попала в нашу сборную. И мы послали видео Софы, и нам сказали, что поздравляем, Софа проходит, и мы допускаем ее на этот турнир. На самом деле мы до конца не верили, что мы сможем попасть на такой турнир, что мы сможем выступить в Китае. Вообще для Абхазии это на уровне фантастики. Вот, если честно, до сих пор не верится, что там наша девочка выступила. Это мы думали, что до конца что это невозможно. Но вот сейчас уже мы понимаем, что все случилось. Я скажу, что Софа большая молодец. Для первого раза она у нас еще маленькая юная гимнастка, она сразу попала на такой крупный турнир, где есть сильнейшие гимнастки. Ее соперницы были девочки со всех стран, лучшие гимнастки. И я думаю, что для нее это было волнительно. Ну и вообще это для нее сразу попасть, перепрыгнуть и сразу попасть на такой высший уровень. Я думаю, что это был тоже своего рода стресс, но она с ним, я считаю, очень достойно справилась. А на следующий год, я думаю, что мы будем еще лучше выступать и будем готовиться еще и будем пополнять нашу сборную. Хотелось бы сказать огромное спасибо Алине Маратовне Кабаевой, которая помогла нам попасть на этот турнир. Без нее бы ничего не получилось. Именно благодаря ей мы прорываем вот эту спортивную блокаду, в которой мы находимся 30 лет. Поэтому большое ей огромное спасибо. И для нас это большая честь выступать на этом турнире. Эмоции были очень классные. Такой зал красивый. Когда первый вид вообще делала, так чуть-чуть даже страшно было, а потом уже так привыкла. Все гимнастки очень классные. Было очень сложно проходить через это все. Такой выход на таких серьезных соревнованиях, такой волнительный очень. На соревнованиях, конечно, не все получилось, но так я собой довольна. Мы пошли, потом погуляли по Китаю, по всему. Пошли сегодня, ходили на Великую Китайскую стену. Апаралимпиазы Аԥснытәи еизго акомандаха ҭарнакцәа фҩык рхаладырхәит шәача имҩаԥысуаз аспорти акультуреи рзы пара-арт азы ажәохәтәи афестиваль. Уаҟа аспортсменцәа еиуеиԥшым адисциплинақәа рыҟны иқәгылеит, аихьӡара бзиақәагьы аадырԥшит. Иарбан ҭыԥқәоу аспортсменцәа иныркылаз анаҩстәи ҳанҵамҭаҿы. Аԥснытәи апаралимпиатә хеилак аспортсменцәа Аԥснытәи еизго акоманда аилазаара иаланы иқәгылеит ааигәашәача имҩаԥгаз атурнир аҟны аицлабрақәа рыҟны аспортсменцәа лҵшәа бзиақәа аадырԥшит ҳәа азгәеиҭеит аилак анапхгаҩы Леон Ҵәыч. Ребята показали очень хорошие результаты. Мы вернулись с первого командным местом. У нас 2 первых места по дартсу, 2 вторых по бочи и 2 третьих места. Леон Ҵәыч иқәгылараҿы инаҵшьны иазгәеиҭеит Аԥсны ишымҩаԥгалатәу аизгарақәа, аԥҟарақәа инарықәыршәаны. Усҟан
Аслана спортсменцәа иаадырԥшуалцшәа зынӡа даҽакхоит ҳәа азгәеиҭеит иара. Наши ребята не столь подготовленными поехали, показывают очень хорошие результаты. Если будут проходить тренировки, и они будут каждый день заниматься, я думаю, результаты будут улучшаться, и мы уже сможем выступать на международных турнирах. Аԥснытәи еизго акоманда аилазаара иаланы атурнир аҟны иқәгылеит фҩык аспортсменцәа еиуеиԥшым адисциплинақәа рҟны. Соперники были нелегкие, очень было тяжело, но мы все-таки взяли второе, первое, третье место. Мне понравилось, надеюсь, в дальнейшем также в следующем году нас тоже, если позовут, я не откажусь сейчас, с удовольствием поеду. Под большим впечатлением, все было очень хорошо, все было очень грамотно. Я выступал в дисциплинах как дальс и бочу. Дальс — это метание в дотиковой специальной мишени. Я набрал 116 очков. Также я участвовал в такой дисциплине, как бачо. Бачо — это метание в бросение мячов. Это вот в бачо я занял второе место. Мне легко удалась данная комбинация. Хочу сказать, что данная платформа, как Олимпийский комитет Абхазии, и выезд по таким мероприятиям, она дает специальное социализирование для таких людей, как мы, то есть с нарушением опорно-двигательной системы, которые ребята не могут стоять, допустим, ходить красить, они могут себя проявлять в различных сферах компетенции спорта, и тем самым не будут расширять вокруг голову. Аспортсменцәа иаадырԥшыз аӷәӷәареи аҟазареи рзы аӡбаҩцәа ҳаҭыртә бӷьыцқәеи амедалқәеи ахраҿақәеи ранаршьеит. Ари аусмҩаԥгатә аспортсменцәа ргәалаҟазаара шьҭнахит. Иазыхиоуп егьырҭ аицлабрақәагьы. Я выступал в городе Сочи на соревновании. Я там по двум дисциплинам дартс, бачу. И по дартсу я занял третье место. Мне очень сильно понравилось. Это было, конечно, очень нелегко, было тяжело, но мы справились. Я рад, что я поехал туда, показал свою страну, выступил. Я надеюсь, что дальше будет еще, будем продвигаться. Соревнования прошли очень хорошо, мне очень понравилось. Я занял первое место по боче. По дартсу я занял второе место. Соперники тоже очень хорошие, места очень тоже хорошие заняли. Второе место забрал. Много друзей были, общались, говорили. Иааиуа ҩнызқьи ҩажәифбатәи ашықәсазы апаралимпиатәи еилакаспортсменцәа ааԥхьара рымоуп Нарафамински имҩаԥысраны иҟоу аицлабрақәа рахь. Уи аусмҩаԥгатә дара ишақәнагоу рҽазыҟарҵоит ҳәа азгәеиҭеит аилак анаԥхгаҩы. Адица Саӷариаԥҳа, Кәасҭа Ԥарлиа, аспорт адунеи. Гәдоуҭа ақалақь ианакәзаалак аҿиара рымоуп иеиуеиԥшым аспорт хкқәа. Урҭ рахь џьоукы-џьоукы ирымоуп рхатә ҭоурыхгьы. Шықәсы рацәала аҭыԥантәи ауааԥсыра хьаа дуны ирымоуп ақалақь аҟны изызҳауа аҿар ишрымам алшара апкьат ду асразы. Ишрымам уи аргыларазы аҭыԥ азылхны. Уи азҵаара аӡбара иеиуеиԥшым ауадаҩрақәа ацуп ҳәа азырыԥхьаӡоит дара. Аҵыхәтәантәи аамҭазы абаҩрҵәыреи аспорти аҿиара мҩа иануп Гәдоуҭа. Аспорт знапалақәа рхыԥхьаӡара иацло иалагеит. Есышықәса еиуеиԥшым аицлабрақәа еиҿыркаауеит. Аспорттә инфраструктура еиҳа-еиҳа еиӷьхоит. Ашьапылампыли анапылампыли реиԥш иҟоу аспорт хәмаррақәа акрааҵуеит ара иҿиоижьҭеи, аха иҟоуп уажәааигәа ицәырҵыз ахқәагьы. В Гудаутах сейчас создана теннисная секция, в которую входит 40 детей. Еще просят многие, но, к сожалению, уже мест нету, мы не можем принимать. Была проблема огромная с тренером. В Абхазии не нашлось тренера, пришлось с Российской Федерации позвать тренера, который тренирует наших детей сегодня здесь. Тамаза Бӷаџьаа иажәақәа рыла ипроблема дуны иҟоуп Гәдоуҭа апкьат асразы акортқәа ахьрымам. Игәы ида арӷәӷәоит ихшыҩ, ихәыцра, ихшыҩ зышьҭра уҳәа ихаҭара ашьақәыргылара иацхраауеит. Аха апкьат асразы аҭыԥ ахьрымам аҟнытә ахәыҷқәа жәаҳәарада ирныԥшуеит. Нам приходится тренироваться. Вот сейчас мы находимся в абхазской школе номер 1 имени Нестора Лакоба. В спортзале в этом хочу, пользуясь случаем, поблагодарить, огромная благодарность директору школы
Киркинадзе Щазины Митиевны, которая предоставила нашим детям вот тут тренироваться. Мы очень благодарны. И когда хорошая погода, мы тренируемся, наши дети тренируются в городе на баскетбольной площадке. То есть теннисного корта у нас нету. Апкятымпыл асразы аҽазыҟаҵарақәа хәыҷы иинарҵо иланааӡо рацәоуп ҳәа азгәеиҭеит азыҟаҵаҩ Николай Трыков. У нас разработана совместная программа на базе международной программы 10С. Она рассчитана где-то на 3 года. Вот. Но она в динамике меняется. Поэтому процесс идет планомерный, с некоторыми такими компенсационными вещами. В плане погоды, в плане непосредственно, значит, площадки. Ари аспортхкы зхы азызкуа хәыҷқәа рхыԥхьаӡара рацәаҩуп, ҳхәыҷқәа иргәаԥхоит, ирҭахны иныҟәоит ҳәа азгәарҭоит аҭаацәа. Я хожу уже 1,5 года, я очень люблю теннис, я хотела на теннис пойти очень. Наши тренировки очень хорошо проходят, и мне нравится. Мне нравится, когда мы в игры играем. Мы играем, мячики кидаем сами на 2. Я люблю теннис. Я отбиваю мячи, удаляю, и все, бью их. Приходите на теннис. Теннис – это вид спорта, который непосредственно влияет на когнитивные функции ребенка, особенно до 6 лет, когда формируется и концентрация внимания, и воображение, и логика, и все вот эти жизненно важные составляющие. Апкятымпыл асразы афедерация аҭаацәа, ахәыҷқәа, агәыӷра дуқәа адырԥшуеит, атәыланапхгара ари апроблема иазхьаԥшны Гәдоуҭа иаарласны акорт аарҭхап ҳәа. Адица Саӷариаԥҳа, Адам Рџьениа, Аԥсуа телехәаԥшра. Иахьазы абарҭ ажәабжьқәа рыла ишьақәгылан адырраҭара аспорт адунеи анаҩстәи аефир аҿ ҳаиқәшәоит иааиуа ахәаша. Абзераз.